Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня с вами я, Мама Голя, да еще телеканал ЮТВ. Привезли мне молоко, вчера я заказала, и хочу вам показать, как я готовлю красный творог. В магазинах Магните и Пятерочке продаются, но, видимо, не везде, да и дорого. Для этого я беру 6 литров молока. Может, у кого-то много молока, но не умеет варить красный творог. Вот я сейчас покажу, вы научитесь. Красный творог и к чаю очень вкусно. Просто долго готовить. Кто дома, можете готовить. А кто на работе, это тяжело. Я очень понимаю женщин, кто работает, и домашние дела тоже приходится после работы им делать. Дети, семья, хозяйство. Я очень вас понимаю. Итак, начинаем варить красный творог. По-татарски кызыл эремчек. Творог варить лучше в казане. Беру я 6 литров молока. Можно 3 брать, но я беру 6. Поставим кипятить. Надо всегда такую посуду брать, чтобы молоко не подгорело. У меня вот казан. Этому казану больше 30 лет. Я здесь сколько раз сыр варила, сколько раз красный творог делала. И всегда успешно. Вот молоко уже закипает, пена поднимается. Вот все. Теперь сюда начинаем потихоньку вливать простоквашу 1,5 литра. Катык можно назвать. И потихоньку помешиваем. Молоко сворачивается. Посмотрите, как свернулось молоко. Вон сколько много. Эремчек. Это белый эремчек. Вареники готовить хорошо. Вкусно будет. Вот сыворотку видите желтую? Дно надо мешать почаще, чтобы не подгорело. Вот и все. Сейчас доведем до кипения, убавим огонь и будем варить наш красный творог 4-5 часов. Ну, видно будет там, сколько нам варить. Пока 4-5 часов. Вот это наша сыворотка в течение 4-5 часов должна увариваться. Мы не забываем мешать. Вот посмотрите, у нас начинает закипать наш эремчек, творог, пока белый. Сыворотка закипела. Убавляем огонь, оставляем вариться
Можно дальше идти делать свои дела. Время от времени надо подходить и мешать наш эремщик. У меня прошел час. Вот в каком состоянии у меня творог. Кипит. Видите, за час сыворотка чуть-чуть только уварилась. Продолжаем дальше. Вот у меня прошло 3 часа. Немножко начинает краснеть. Наш красный творог, наш эремщик. Посмотрите, вот отсюда было молоко. Сколько уварилось сыворотка. Продолжаем дальше варить. Вот у меня сыворотка выкипела. Чуть-чуть только вон осталось. Видите? Время прошло 5 часов. Сейчас немножко сахарного песка сыплю. И буду варить дальше. Вот с такими кусочками. Они очень удобно кусочками кушать, чай пить. А когда готовим, они вот с такими крупицами. Очень вкусно пить чай. Вкусное лакомство к чаю. А когда мы готовим губадию, можно их раздробить. Они мягкие. Вкусные. Я с сахаром кипятила минут 5. Наш красный творог готов. Когда творог остынет, таким станет, как будто наш творог покрыт сахарным глазурем. Вот это вкуснотища. Ничего не добавили. За 5 часов у меня вот такой красный творог получился. Кто-то говорит желтый творог, но мы говорим красный творог. Вот наш красный творог. 6 литров молока, 1,5 литра простокваши, то есть катык, грамм 100 сахарного песка. Вот что получилось. Варила ровно 5 часов. Получилось очень вкусный творог. Можно еще губадию готовить. Ничего сложного. Поставишь, кипятишь часиков 5. Время от времени подходишь, помешаешь, чтобы на дно не садилось. И все. Очень вкусный творог. Угощайтесь, мои дорогие. Вкусное лакомство. И полезный, и вкусный. Проводила сейчас телевидение, ЮТВ. Приехал канал ЮТВ специально снимать меня. Сейчас уже провожаю. Да, спасибо большое, очень было приятно с вами пообщаться. Очень вкусными блюдами нас сегодня угостили, и с гостинцами вот мы будем возвращаться домой. Приезжайте Спасибо. еще. Спасибо большое, мама Гуля. Спасибо вам, что приехали. Вот я провожаю телевидение. Очень приятно общались. Пока! Они приехали из Стерлитамака снимать про меня, про мой канал.
про мою жизнь, как я за такое короткое время набирала очень много подписчиков. Читали они комментарии. Там только хорошие комментарии. Спасибо вам, мои дорогие. Благодаря вам я работаю, воспитываю своих мальчиков, живу, радуюсь и наслаждаюсь жизнью. Надо трудиться, надо жить. Не только сегодняшним днем. Сейчас я их проводила, беседовали за столом, угостила своими вкусняшками. Мне было очень приятно, так же и им. Я вам показала, как я готовлю красный творог или кызыл эремчек по-татарски. Если что-то непонятно вам, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Я рада буду вам ответить. Я могу вам показать и повторно. Если где-то непонятно. Я тоже давно не делала эремчек, потому что, как я вам сказала, надо много молока. У меня здесь из 6 литров молока вышло кило 400 эремчек. То есть красный творог. Это очень много. А в магазине я брала 200 грамм около 70 рублей. Это совсем невыгодно. Может, кто-то готовит по-другому эремчек, красный творог. Вы мне напишите, пожалуйста, кто как делает. Мне будет очень интересно. Интересно будет и самой попробовать по вашему рецепту. Погода у нас сегодня хорошая. Минус 12 градусов. На улице очень тепло, без ветра. Сейчас пришел мой младшенький внук. Мы собираемся в бассейн. В неделю 2 раза мы ездим поплавать. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Всего вам доброго.